Добрый день, дорогие друзья, уважаемые слушатели нашей встречи. Сегодня с вами я, Варвара Сазонова, ведущий библиотекарь Краеведческой библиотеки филиала номер 1 имени Виссариона Григорьевича Белинского. По указу президента Российской Федерации с 1995 года ежегодно 12 января в России отмечается День работника прокуратуры. Это профессиональный праздник работников и служащих прокуратуры России. К этой дате в рамках сетевого проекта «Библиотека. Правовой вектор» мы с вами сегодня поговорим на тему «На страже закона». У нас сегодня в гостях ветеран органов прокуратуры Марина Егоровна Макарова и старший помощник прокурора города Якутска Мария Владимировна Чагадаева. Добрый день, Марина Егоровна, Мария Владимировна. В первую очередь разрешите от всего сердца поздравить вас с профессиональным праздником, Днем работника прокуратуры. Пусть ваш труд всегда будет в почете, справедливость будет во главе. Пусть ваш авторитет с каждым годом только укрепляется. Здоровья и успехов в работе. Слушателям хочу сказать, если у вас возникнут вопросы к нашим гостям, можете смело писать их в чате. В конце мероприятия мы обязательно на них ответим. Так, Марина Егоровна, Мария Владимировна, передаю вам слово. Спасибо. В первую очередь хотелось бы поблагодарить за поздравления с профессиональным праздником. И если Марина Егоровна на связи, Макарова, ей, скажем так, как более опытному старшему коллеге, хотелось бы в первую очередь предоставить слово. Марина Егоровна с нами? Так, сейчас. У Марины Егоровны звука нет. Марине Егоровне надо подключить звук. А может быть, вы пока начнете, потому что время же ограничено, а потом, когда Марина Егоровна подключит звук, она присоединится, нет? Хорошо. Так и, пожалуй, поступим. Пожалуй, я начну. Еще раз благодарю за поздравления и рада приветствовать слушателей, которые присоединились к данному мероприятию. Я бы хотела начать с того, что в целом может прокуратура, какие у нее, скажем так, полномочия, функции, ну и как гражданин самостоятельно может реализовывать свои права, которые, по его мнению, тем или иным образом нарушены. Деятельность прокуратуры регламентируется на сегодняшний день федеральным законом, который был принят в 1992 году, 17 января, о прокуратуре Российской Федерации, который определяет задачи, направление деятельности, определенные инструменты закрепляет, которыми прокурор вправе пользоваться, защищая те или иные права, реализуя те или иные функции. В качестве основных направлений деятельности прокуратуры Российской Федерации, ну и в частности прокуратуры города Якутска, Республики Саха-Якутия, хотелось бы отметить в первую очередь надзор за исполнением органами исполнительной власти законов различных, а также
надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Достаточно массивный, скажем так, пласт деятельности прокуратуры посвящен именно этому направлению. Кроме того, прокуратура осуществляет надзор за органами, которые осуществляют расследование уголовных дел, а также осуществляют исполнение наказания, а также судебными приставами, дабы указанные, скажем так, субъекты надзорной деятельности не нарушали закон. Кроме того, прокуратура занимается также и участием в судебных заседаниях, в частности, поддерживает от имени государства обвинения по уголовным делам и участвует в гражданских делах в интересах определенных категорий населения и по некоторым, скажем так, направлениям уголовных, гражданских, прошу прощения, дел. Что касается категорий граждан, в интересах которых может прокурор самостоятельно выступать, это те граждане, которые в силу физических либо иных причин не могут самостоятельно обратиться в суд, но при этом следует понимать, что само по себе, например, незнание закона, которое регламентирует порядок обращения в суд, не будет тем обстоятельством, тем основанием, скажем так, из-за которого прокурор в ваших интересах будет обратиться. То есть это могут быть инвалиды, например, которые самостоятельно не могут передвигаться, возможно, частично недееспособные граждане, то есть значительно ограниченные в своих возможностях, в том числе физических категорий граждан. Пожалуй, самый интересный вопрос, самый важный вопрос, которого бы хотелось сегодня коснуться, это способы защиты гражданами своих прав. Как же человек самостоятельно может защитить свои права, если, по его мнению, они были нарушены? Конечно же, в первую очередь хотелось бы отметить, что это возможность обращения в тот орган с жалобой на действие того должностного лица, которое, по вашему мнению, допустила какое-либо нарушение. То есть, если вы считаете, что, например, судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства, который действует, не в полной мере осуществляет исполнительские действия, может быть, какое-то имущество не особо тщательно ищет для взыскания в вашу пользу, то вы вправе обжаловать такие действия непосредственно в сам орган, руководитель этого органа. Изучив вашу жалобу, даст соответствующий ответ, должен принять соответствующие меры в отношении такого должностного лица. Это что касается самостоятельного обращения в тот орган, который нарушил, по вашему мнению, ваше право. Кроме того, можно обжаловать действия тех или иных должностных лиц в суд. Достаточно мощный инструмент, поскольку судебные решения являются обязательными для всех граждан. Единственный случай, конечно, если это решение судебное будет отменено, в таком случае исполнять нечего. Но очень хороший и, скажем так, результативный инструмент – это обращение в суд, например, с обжалованием чьих-либо действий, либо с просьбой обязать конкретное должностное лицо восстановить ваше нарушенное право, например, право на получение жилого помещения в случае, если вы, например, сирота, стоите в очереди на получение жилого помещения как сирота, ну или в иных случаях. Следующий вариант, скажем так, восстановления нарушенных ваших прав – это обращение в контролирующие органы. Тоже достаточно интересный и достаточно результативный инструмент, поскольку, скажем так, есть несколько, я постепенно двигаюсь, и вот объясняем о возможности реализации, восстановления, точнее, своих нарушенных прав. И вот следующая ступень, так скажем, это обращение в контролирующий орган. В принципе, могу предположить, что некоторые слышали про существование там, например, Роспотребнадзора, в который можно обратиться, если вы купили некачественную продукцию, вам отказали в возвращении какого-то товара и в возврате денежных средств. Вот в аналогичных ситуациях на каждую, скажем так, проблему, с которой вы сталкиваетесь, есть соответствующий орган, который вам может помочь ее решить. Например, в сфере здравоохранения это управление Роспотребнадзора, органы местные, скажем так, местные органы здравоохранения. Это могут быть территориальные органы страхования, страховые компании могут вам помочь. Тот же самый, говоря в простонародье, СС или Центр гигиены и эпидемиологического благополучия. К ним, например, можно обратиться в случае, если возникли какие-то проблемы, связанные с санитарным
состоянием, например, помещения жилого, в котором вы проживаете. В сфере образования аналогичным образом вам может помочь решить вашу проблему. Возможно, ребенка не берут в детский садик, проблемы с записью в школу. Это может быть окружная администрация, в которую можно обратиться за соответствующим разъяснением, либо с требованием, точнее, восстановить вас в вашем праве в сфере образования. Это может быть управление образованием, орган местный, республиканский, от Министерства образования, который действует на территории всей России. И вот так на каждую проблему есть, в принципе, каждый орган. Если вы считаете, что нарушены ваши трудовые права, можно обращаться в Государственную инспекцию труда. Если ваши права нарушены, например, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на это есть тоже управление государственного строительного жилищного надзора. И вот так вот, скажем так, в узкой сфере есть соответствующий орган, который помогает гражданам решать их проблемы, восстанавливает их нарушенные права. Ну и, конечно же, не последнюю роль в восстановлении нарушенных прав занимает, конечно же, прокуратура, которая объемлет все сферы. То есть если, как я ранее уже указывала, на проблему здравоохранения есть один орган, на проблему реализации трудовых прав есть другой орган, то прокуратура как раз-таки в комплексе может решать эти вопросы по любым темам, по любым направлениям нарушенных прав. Опять же, если вы не согласны с действиями уже с ответом судебного пристава или руководителя этого судебного пристава, вы обжалуете. Вы, скажем так, дошли до последней, до самой верхней инстанции, вам ответил руководитель пристава, который считает, что все в порядке, и его подчиненные действуют в соответствии с законом, то вы вправе его ответ обжаловать, как в суд, так и в прокуратуру. Прокуратура уже по итогам проведения проверки, изучения соответствующих документов, которые связаны вот с вашей как раз-таки сугубо индивидуальной проблемой, принимает решение либо о том, чтобы самостоятельно как-то восстановить нарушенные права, обратиться в суд, либо принять меры прокурорского реагирования, обязав должностных лиц соответствующих органов устранить нарушения установленные, либо дает соответствующее разъяснение о том, как гражданин самостоятельно может реализовать свое право, восстановить свои нарушенные права. Вот таким образом это происходит. Также важно отметить, хотелось бы отметить отдельно, скажем так, в свете участившихся случаев мошенничества и такое направление прокурорской деятельности, как поддержание государственного обвинения. За последние 1-2 года по-прежнему, скажем так, остается актуальная проблема мобильных мошенничеств, поэтому хотелось бы напомнить еще раз, я практически уверена, что на каждом шагу многие из вас уже видели или слышали баннеры, какие-то звуковые объявления о том, что надо быть бдительными, поэтому в самом общем виде хотелось бы вновь напомнить гражданам, что банковские данные, например, номера банковской карточки, трехзначный код, который представлен на обороте ваших банковских карт, какие-то смс-сообщения или уведомления, которые приходят вам в официальные приложения от банка или от самого банка, не следует сообщать третьим лицам, никому. Не верьте, если вам говорят, что на вас собираются взять кредит, что у вас происходят какие-то подозрительные операции. Следует просто положить трубку, никому ничего не объясняя, и сообщить об этом в банк. Если же вами уже осуществлена какая-то операция, если вы, точнее, сообщили сведения, которые не следовало, скажем так, сообщать, и вы заметили, что произошло списание, то надо, опять же, обратившись в банк, сразу же обращаться в органы Министерства внутренних дел для того, чтобы соответствующих лиц привлекли к ответственности, если будет установлен факт, вот, скажем так, совершения хищения ваших денежных средств. Граждан прошу оставаться бдительными, случаи все равно вот подобные не перестают сокращаться, мошенники изыскивают новые способы, чтобы ввести граждан вокруг пальца, могут представиться даже сотрудниками прокуратуры, но, поверьте, сотрудникам прокуратуры или следственных органов по телефону ваши банковские данные ни при каких обстоятельствах не пригодятся. Поэтому будьте бдительны, пожалуйста, и не сообщайте информацию о своих банковских счетах. Кроме того, полагаю, всем известно, что за последние несколько месяцев на территории города Якутска актуальной
стала тема бродячих животных. Конечно, сейчас активно занимаются отловом бродячих животных, но если вдруг, возможно, кто-то из вас задавался вопросом, куда обратиться, если вдруг вы заметили на территории города животных с бирками, без бирок, но бродячих, то есть без хозяев, следует обращаться в ЕДДС, единую дежурно-диспетчерскую службу, которая, скажем так, передаст соответствующую заявку для того, чтобы дикое животное было отловлено, ну и приняты дальнейшие соответствующие меры. Проведена, возможно, какие-то с ветеринарной стороны мероприятия, стерилизация, кастрация, прививки и так далее и тому подобное. Пока хотелось бы взять паузу. Если Марина Егоровна к нам присоединилась, она бы рассказала об истории прокуратуры. Марина Егоровна пишет в чате, что она не может подключиться. Угу. К сожалению. Можно вопрос? Да, пожалуй, самое время. Я хотела спросить, если мне дали расширение ИЖС, да, земельного участка, и я к этому времени не знала, что нужно идти землеустроителю оформить вот это расширение, так и осталось у меня. И на этом участке администрация построила там гаражи, оформила уже. Что мне делать? У меня приказ по расширению-то есть от 2005 года. Я бы предложила вам обратиться в администрацию для того, чтобы решить вопрос о возможном переносе их построек, если уж у вас есть документы, которые свидетельствуют о том, что это земельный участок к вам относится. Думаю, самый правильный вариант в первую очередь обратиться в администрацию. И, возможно, они предложат какие-то, грубо говоря, мирные варианты решения этого вопроса. Но я к ним обращалась. Они сказали обратиться в прокуратуру или в суд. В таком случае, вот как я ранее уже и упоминала, это тоже достаточно действенные инструменты, обратиться в суд с просьбой обязать окружную администрацию принять конкретные меры, чтобы освободили ваш участок, либо в прокуратуру, но, скорее всего, прокуратура, если вы не относитесь к категории граждан, которая не может в силу состояния здоровья, например, имеющая первую группу инвалидности, категория граждан, либо по иным причинам, если вы не можете самостоятельно реализовать свои права, то есть обратиться в суд, например, или иным образом решить этот вопрос, то дадут разъяснения соответствующие, то есть как можно реализовать, точнее восстановить в данном случае свое право. Ну, если это было в 2005 году, они мне дали, да, расширение приказом, да, от главы, а сейчас же глава поменялся, и это самое, я вообще могу надеяться на что-то, или это они уже думают, что... Всегда все индивидуально, поэтому я, к сожалению, вам вот так без документов соответствующих не рискну ответить на вопрос, но правильнее было бы всего, чтобы... Ну, я хочу узнать то, что они мне выделили эту землю, да, и по незнанию я не смогла оформить эту землю. Но если бы мне сказали, надо идти туда, сделать ваш этот участок нужно расширить, землеустроителями и документы поменять, я этого же не знала. Никто же мне об этом не сказал. Они просто мне этот документ дали, что у меня расширение идет. Я с этим документом и ушла. Я же не знала, и что сейчас делать. Как и предложила окружная администрация, в которую вы ранее уже обращались, раз уж они не приняли никаких мер, обратиться далее в суд или в прокуратуру, чтобы уже соответствующие должностные лица по конкретному направлению надзора, в данном случае это у вас вопрос владения землями, решали этот вопрос, возможно, принимали меры прокурорского реагирования.
Ну, и я могу надеяться, что может быть положительный результат. Или скажет, это не знание законов, это ваше это, и могут отобрать у меня эту землю. И это зависит от многих факторов, поэтому я повторюсь, для того, чтобы получить ответ на ваш вопрос, надо просто обратиться в прокуратуру или в суд. Я прокуратура обращалась, и обращения мне ответа никаких не дали. В взвешенном состоянии. Еще раз. В 2020 году, по-моему. Ну, до этого... Хорошо, спасибо. В таком случае, может быть, через... обращались. Ну, да, я это поняла. Мне просто нужно было узнать, я могу надеяться на это, на законы, если человек по незнанию оставил, вот, не смог оформить. Ну, надо смотреть это в любом случае, надо с этим разбираться более подробно, изучать документы, поэтому от организаторов хотелось бы уточнить у организаторов, можно ли контакты конкретных граждан как-то получить. Да, конечно, можно. Нашим читателям можно обратиться напрямую к нам в филиал библиотеку номер 1, и я могу передать ваши данные Марии Владимировне. Куда Хорошо. обратиться? В библиотеку филиал номер 1 имени Виссариона Григорьевича Белинского. Ага, это где находится, по какому адресу? На Федора Попова, 18. Ага, спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Я вижу, Марина Егоровна к нам подключилась. Добрый день, Марина Егоровна. Здравствуйте. Вас очень хорошо слышно, видно. Передаю вам слово. Есть вопросы, да? Или я... Есть. Можно, здравствуйте. Здравствуйте. Этого года, 21 года у нас в Актёнцах Чапаева многоквартирный дом сгорел полностью. И я была собственницей квартиры, да, и жертвы были. И дело завели, но не я, а завели, наверное, скорее родственники, да, жертв, да. И дело пошло, приходил следователь, сделал допрос, но мне еще так лично надо что-то адвоката или кого-то принять, взять, да, параллельно выйдет и так или... Непонятен вопрос. Прошу выключить микрофоны и задавать вопросы по очереди, пожалуйста. Связь очень плохая, я тоже не могу разобраться. Не видно, Можете ничего не повторить слышно. вопрос, пожалуйста? Ага, вот сгорел дом, да, многоквартирный весной 21 года, и я была собственницей из одной квартиры, да, квартиры. И завели дело, но я не знаю, кто завел, следователь приходил недавно и допрос устроил, да, ну, не устроил, взял допрос. И вот мне, наверное, он так объяснил, вам должны замен, у вас не, собственного жилья нету, поэтому должны судиться и предоставить вам другой вид жилья. Но я этого не делаю, вот сижу,
на карантине, как будто после болезни не выхожу, и мне надо завести другого адвоката, чтобы дело возбудить, или не знаю, вот что мне делать. Или вот параллельно вот с этим делом все идет. Ну, тут надо исходить, вы же говорите, что вы собственница. Да, собственник. В любом случае, наверное, лучше надо связаться с районной администрацией. Вы же сказали, в районе это, да? Да, районный Хангаласский. Связаться с районной администрацией и послушать, что они могут вам предложить. Нет, они уже все свое, собственника не нашли. Вот дом должен быть на каком-то предприятии, да, зачислен, чтобы они ЖКХ им там оплатили. Ну, в общем, без каких-либо точных данных по дому, без документов. Вот сейчас вот в рамках прямого эфира сложно что-либо сказать, и поэтому, если вы никуда не ходите, сидите на карантине, то вы можете, попросить кого-то из своих родственников, чтобы за вас Да. поспрашивали. А вот если, вот такой у меня такой вопрос был, да, если завели дело, да, приходили ко мне, да, но по этому делу не пойдет, да? Установка хозяина дома, такого, к какому дому? Нет, должны установить, конечно. Как дело, все эти вопросы должны установить. Да, вот уже был следователь, он говорит, вам вот судиться будем. Ну вот, хорошо. Второго дела мне лично не надо завести, наверное, адвоката или кого-то, юриста кого, да? Ну, если желаете, то можете проконсультироваться с адвокатом, там местный, наверное, есть адвокат. Хорошо. Он поможет. Но параллельно можно идти, да, вот два дела. Да, параллельно. Нет, не два дела, а просто проконсультироваться с адвокатом. Или вместе с адвокатом сходить к следователю, узнать там. Ну, данные у меня следователя есть, он оставил все. Я, наверное, с ним должен связаться, что ли? Да, конечно. Хорошо, спасибо. Ну все, спасибо за вопрос. Мне кажется, с личными вопросами надо или писать на электронную почту прокуратуры, или же ходить к ним лично. Да. Давайте посмотрим на поступившие вопросы в чате. У нас спрашивают: добрый день. Как становятся сотрудниками прокуратуры? Какова процедура отбора? Какими качествами, знаниями и навыками должны обладать претенденты? Прокуратура Республики Саха-Якутия, она ежегодно проводит отбор абитуриентов для того, чтобы заключить с ними договор целевого обучения с Уральским государственным юридическим университетом. Туда, понятно, что есть свой конкурс. Этот конкурс проводится вначале на местах. Абитуриенты должны подойти в районные прокуратуры по месту своего жительства. Там прокуроры с ними посмотрят документы, переговорят. Вся необходимая информация есть на сайте прокуратуры республики, какие документы нужны. Все это нужно заполнить и подойти в прокуратуру района или города, пройти первоначальный отбор, потом прокуратура города или района, она отправит все документы в прокуратуру республики, и там уже начнется, второй этап отбора. Учитываются как личные данные абитуриента путем собеседования, так и, естественно, результаты ЕГЭ. Будут проводить тестирование, психолог, там все соответствующие инструменты есть, будут проводиться, и потом уже будет проводиться отбор и заключаться договоры. Понятно. Слушатель Ульяна Афанасьева спрашивает: с
Скажите, пожалуйста, как обычно отдыхаете после работы? Какую литературу читаете? Какие фильмы смотрите? Смотрите ли вы фильмы и сериалы про прокуроров? Спасибо. Ну, этот вопрос, наверное, лучше переадресовать к Марии Владимировне, потому что она действующий работник. Я пенсионер, я в органах прокуратуры сейчас не работаю, поэтому у меня свободного времени полно. Мария Спасибо, Владимировна. Марина Егоровна. Очень интересный вопрос, на самом деле, впервые сталкиваюсь. Ну, все очень просто, на самом деле. Лучший отдых – это, говорят, смена деятельности. Ну и, пожалуй, смена обстановки очень помогает. Поэтому в какие-то моменты это время, проведенное с близкими людьми, с семьей, в какие-то моменты это может быть физические упражнения, потому что работа, скажем так, сидячая у многих. И в любом случае физические нагрузки помогают не только, скажем так, форму поддерживать, но и как-то умственной деятельности очень помогают, разгоняют кровь, насыщают ее кислородом. Поэтому про физические нагрузки не следует забывать. По возможности времени свободного, конечно, достаточно мало, но литература художественная самая обыкновенная, когда классика, когда отечественная, когда зарубежная, может быть что-то современное, может быть нон-фикшн, то есть вопросы там, связанные с организацией рабочего времени, свободного времени, очень актуально в последнее время стали книги. Что касается произведений кинематографа, связанных с нашей деятельностью, нам этого на работе хватает, поэтому дополнительно как бы какие-то сериалы про работу прокуроров или следователей я лично не смотрю, но, возможно, коллеги иногда увлекаются таким. Спасибо за ответ. Еще один вопрос зачитаю. Здравствуйте. Расскажите об одном вашем рабочем дне. Какие дела занимают большую часть рабочего времени? Вопрос, полагаю, тоже актуален будет больше для меня. Я на сегодняшний день являюсь сотрудником группы, которая занимается поддержанием государственного обвинения в суде. Поэтому мой рабочий день в основном, большая его часть, посвящена деятельности в суде, поддержанию обвинения в судах по уголовным делам. В остальное время занимает оформление документов, ответы на обращения, если они поступают, подготовка проектов других документов, в общем, работа с документацией, так скажем, уже, а не с людьми. Но большую часть времени занимает работа с людьми в суде. Понятно. Давайте еще зачитаю один вопрос. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, о начале вашей работы в прокуратуре. С чего вы начали? Как строилась ваша профессиональная карьера? Ну, может, на этот вопрос могу ответить я. Давайте. Я в общей сложности в правоохранительных органах проработала больше 20 лет. До этого я работала и на гражданке, я работала адвокатом, я вначале где-то лет 5 проработала в милиции, тогда еще она называлась милиция, была следователем. Потом я работала в юридической консультации, и после этого в 2003 году я пришла в органы прокуратуры. Я начала работать в районной прокуратуре и начала работать следователем прокуратуры. И, может, вы не знаете, но как бы категория уголовных дел, преступлений, с которыми работает следователь прокуратуры, это такие как убийство, изнасилование, в основном такие. И когда я начала работать, мне впервые пришлось столкнуться с трупами, скажем так, да, и было довольно, как-то, неприятно, скажем так. Конечно, человек такое существо, что привыкает ко всему, как бы и работать надо, там, не до шока, скажем так, и поэтому все это уже, как бы вызывает привыкание, работаешь дальше. Вот, а потом я после района работала в городской прокуратуре, работала в аппарате прокуратуры республики,
потом обратно вернулась в прокуратуру города Якутска. Там у меня были такие организационные вопросы. И с этой должности я в мае 2020 года ушла на пенсию. Вот так вот вкратце, если. Спасибо за ответ. К сожалению, у нас ограниченное время, и эфир у нас подходит к концу. Марина Егоровна, Мария Владимировна, благодарим вас за очень интересную и познавательную беседу. Всем спасибо. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Успехов вам. Спасибо большое.